Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 3 апреля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Итак, карта дня у нас король бубновый. Дополнительно отношения, работа, финансы. Удача дня, проблема дня, решение проблемы и совет на день. Карта король бубновый говорит о том, что важными в этот день будут вопросы, связанные с покупками, с продажей, может быть, чего-то крупного, либо покупкой чего-то крупного. Карта очень удачная для любых коммерческих сделок. Если вот кто-то из вас занят продажей, то это очень удачный день, очень хороший день для предпринимательства. Но также эта карта связана и с любыми людьми, которые имеют влияние в обществе. Может быть, такой человек у вас появится сегодня, который может каким-то образом помочь решить ваши проблемы. Либо здесь влияние идет просто от законов, от того, что происходит там в вашем регионе, в вашем городе и так далее. То есть здесь вот как бы власть, да, примешивается. Кроме того, здесь может быть для кого-то очень важные документы получены, которые как раз либо дают разрешение, либо запрещают вам вот что-либо делать, очень важное для вас. Также карта связана с общением людьми вышестоящими, начальством, либо карта очень хорошая для того, чтобы преподавать, или карта хорошая для того, чтобы обучаться вот именно тому, что вы очень любите, вот чему хотите именно научиться. Удачный день для того, чтобы найти хорошего учителя-преподавателя. Кроме того, это карта будущего, когда мы все-таки ориентируемся на то, что ожидаем, и как-то меньшее внимание обращаем на то, что есть сейчас. Для отношений карта дополнительная король червовый, это карта дома, это карта, связанная с близкими людьми и со всем, что происходит в доме. То есть, может быть, даже вот все, что вы будете в этот день делать, да, это вот именно из дома будет происходить, либо будут важны для вас вопросы покупки недвижимости, продажи недвижимости, оплаты за недвижимость. Может быть, у кого-то есть необходимость такая, может быть, там время подошло. Кроме того, вопросы быта выходят на первый план, вопросы коммуникации вот с близкими людьми, улучшение, может быть, жилищных как-то условий, комфорт, создание комфорта, может быть, для кого-то ремонт, покупка чего-то для дома, в плане даже ремонта, в плане интерьера и так далее. Также карта связана с обычными какими-то приятными моментами, когда у нас собирается за столом вся семья, когда мы какое-то такое семейное, может быть, торжество маленькое организуем. В принципе, день очень хороший, благоприятный. Для работы выпадает дополнительно валет пиковый. И карта говорит о том, что либо на работе начинаются какие-то новые времена, новые проекты, либо вы можете переучиваться, да, какое-то новое направление добавлять, либо вы можете просто как бы обновлять эту сферу деятельности. Может быть, для кого-то это вообще поиск новой работы или уже новая работа. Но в любом случае тут обновление это 100%. Так как вот было раньше, уже здесь не получается. И в деньгах выпадает валет трефовый. Карта говорит о том, что может быть много расходов каких-то, может быть даже слишком много потратите денег сегодня. И карта предупреждает об этом заранее, говорит, что нужно контролировать расходы. Также карта говорит о том, что с деньгами могут происходить какие-то неожиданные ситуации, да, когда, может быть, это не от нас даже зависит, а от каких-то внешних условий, да, либо вот трата на что-то, на что мы не рассчитывали, либо здесь может быть даже на уровне там государства, на уровне мировом что-то происходит, что отражается на наших деньгах.
Кроме того, эта карта еще говорит о том, что нужно следить за расходами и планировать их заранее. То есть нужно как бы дисциплину такую проявлять, потому что вот будет хотеться все время потратить больше, чем нужно. А также карта говорит о том, что это может быть очень хорошая возможность для каких-то крупных сделок. Если у вас действительно что-то такое большое и важное затевается, вот даже в соответствии с этой главной картой, здесь у вас удача будет в крупных сделках, покупка, допустим, продажа недвижимости или транспорта, ну, когда вот именно мы большие деньги можем, ну, как-то оборачивать. Также карта говорит о том, что нужно все проверять. Могут встречаться люди, которые как бы соблазнят вас потратить больше денег, либо взять кредит, либо еще что-то такое. Да, вот здесь как бы не советуется сейчас связываться с кредитами. Проблема дня у нас в даме червовой, и здесь карта говорит о том, что сейчас ничего нельзя поменять вот в доме, да, вот в отношениях между близкими людьми, либо вот, допустим, кому-то нужно уехать, и нет возможности, либо наоборот, кто-то должен приехать, и нет возможности. То есть вот такие ограничения, они являются проблемой дня. Кроме того, здесь еще какие-то неожиданные новости могут быть, и мы их можем как-то негативно воспринимать. Вот это тоже не рекомендуется. И также карта как-то прибавление, что ли, в семье, да, вот может быть для кого-то это будет проблема, то есть это не обязательно появление ребенка, это может быть вот именно новый человек к вам должен прийти, да, вот, допустим, сегодня к вам должен кто-то прийти, и не получается, нет такой возможности, или отменяется это в последний момент, и вы можете вот по этому поводу огорчаться. Как решение проблемы выпадает туз бубновый. Карта говорит о том, что нужно просто настраиваться оптимистично, нужно настраиваться на как бы вот ориентир такой держать на себе, на своих каких-то способностях, талантах. Нужно делать так, чтобы отдых проходил как-то конструктивно, полезно. Может быть, общаться с детьми как можно больше. Вот просто игра, так относиться к жизни как к игре. Даже если какие-то сложные сейчас ситуации происходят, все равно лучше здесь, конечно же, вот этот оптимистичный дух в себе поддерживать. И дети, они помогают в этом. Дети как бы умеют радоваться, да, вот надо в чем-то быть похожим на них. Очень хороший день для того, чтобы творчески себя как-то проявлять. Это тоже снимает часть проблем. Ну и также карта, связанная с окончанием каких-то важных дел. Если вот у вас есть такие, да, то прекрасный день для того, чтобы их завершить, вот эти проекты, начатые давно, может быть, и, кстати, успешно завершить здесь можно. И таким образом вот все проблемы, они сходят на нет. Также карта, связанная с какими-то решениями важными, которые вы можете в этот день для себя принять, в том числе связанные и с обучением, проявлением ваших талантов в дальнейшем, в будущем. Для удачи выпала карта туз трефовый. Эта карта говорит о том, что удача будет либо в том, чтобы все происходило так же, как и было, так как мы привыкли, и ничего не менять. То есть нужно как бы довести ситуацию до конца. Если, допустим, это даже тот же самый карантин, нужно как бы продолжать в нем находиться, да, то есть нужно довести ситуацию до логического завершения. Либо эта карта очень часто говорит о том, что, может быть, удачно было бы вот сегодня войти в какую-то новую ситуацию надолго. Что это может быть? Это может быть, допустим, начало обучения с дальнейшим потом трудоустройством, с дальнейшей практикой вот в этом направлении, зарабатывания денег. Либо это даже предложение руки и сердца, да, для кого-то, то есть это вход в такие отношения с обязанностями, с ответственностью, это тоже будет надолго. В общем, и любая инициация каких-то процессов,
которые вот вас вовлекают надолго, это будет очень благоприятно. Кроме того, эта карта еще связана с ситуацией, когда мы не можем что-то исправить, и это нужно принять. Также карта хорошая для любых соглашений, сделок. Это у нас относится к каким-то коммерческим сделкам, купли-продажи, когда у нас действительно крупные какие-то суммы участвуют. Ну и также карта говорит о том, что если сегодня какое-то предложение поступает, скорее всего, оно очень нам нужно, пригодится, полезно. Или, допустим, если вам что-то предлагают, и вы раздумываете, лучше всего ответить на предложение «да». Скорее всего, оно будет вам очень помогать в будущем. И карта «Совет», шестерка бубновая. Совет надеяться на удачу, надеяться на поддержку судьбы и высших сил, настраиваться на, как сказать, на высокие вибрации. Да? То есть у нас у каждого настроения есть свои вибрации, карта говорит. А если вы настроены там, на страх, на переживание, то это очень низкие вибрации, и вы такое же в свою жизнь притягиваете. Если же вы высоко настроены, ну, это радость, это обучение, учение чему-то новому, это забота о других, это любовь. Вот если у вас такое настроение, то тогда к вам притягиваются и такие же положительные события. То есть невозможно заболеть человеку, ну, допустим, никакая инфекция к нему даже не пристанет, если он находится на высоких вибрациях. И наоборот, когда мы переживаем, когда мы боимся, тогда как раз вот это состояние и притягивает к нам все негативное. Поэтому вот карты советуют следить за тем, что вот наше состояние, наше настроение было позитивно, то есть на высоких вибрациях. И тогда вот все самое лучшее к нам приходит. Вообще вот по этой карте очень часто какие-то непредвиденные ситуации происходят, которые обязательно заканчиваются хорошо. Может быть, какие-то новые возможности тоже придут, которые дадут положительный результат. Но опять же, если мы будем на низких вибрациях, мы это просто не увидим, не заметим, либо откажемся от этого. Поэтому нужно сознательно менять свой настрой, свое состояние, и тогда удача этого дня точно будет ваша. Друзья, желаю вам прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее происходило в вашей жизни. Всего вам доброго, до новых встреч!